Этим видео мы завершаем презентацию своего видения реформы ОВД, но работа над проектом продолжится, и вы все еще можете принять в этом процессе активное участие. Что вы думаете о наших предложениях? Что бы вы добавили в проект, а что изменили бы в нем? Понравился ли вам формат его презентации и обсуждения? Напишите нам через форму обратной связи на сайте straży.com или чат-бот в Telegram. В последнем блоке проекта мы затронем вопросы финансирования реформы и заложенных в нее преобразований, а также обозначим ответственность тех, кто будет проводить ее в Новой Беларуси. Где взять деньги на проведение столь масштабной реформы, спросите вы? Что ж, это вполне резонный вопрос, особенно учитывая нынешнее состояние белорусской экономики. Во-первых, мы предлагаем оптимизировать расходы и переориентировать бюджет. А во-вторых, мы рассчитываем на безвозмездную международную помощь, так называемый план Маршалла для Беларуси. Аналогичный план для Украины работает уже не один год. Мы исходим из того, что для реализации программы реформы не потребуются дополнительные средства из госбюджета. Более того, мы рассчитываем на то, что расходование бюджетных денег на полицию и другие структуры ОВД сократится. Отдельно подчеркну, что иностранная помощь не несет в себе рисков, ее получает и действующая власть. Вот только гранты, которые выделяются на проведение реформ в стране, попросту разворовываются или используются не по назначению. Рабочая группа НАУ по реформированию ОВД будет открыто отчитываться об источниках финансирования реформы и потраченных средствах. Среди прочего, мы обнародуем информацию о зарплатах участников группы по проведению реформы и предоставим декларации об их доходах перед началом этого процесса. Деятельность группы по реформированию ОВД будет ограничена сроком в 4 года. Мы обязуемся не только показать за это время конкретные результаты, но и обучить преемников, которые продолжат реформы в Новой Беларуси. Какими будут наши дальнейшие действия после презентации проекта реформы? Мы внимательно анализируем и систематизируем ваши отзывы. В ближайшее время мы расскажем, какие идеи получили от вас и как планируем усовершенствовать проект с их помощью. На сайте straży.com уже опубликована полная PDF-версия проекта реформы. Ее можно не только скачать для личного пользования, но и распространить, чтобы как можно больше граждан Беларуси, в том числе сотрудников ОВД, узнали об этой инициативе и подключились к ней. Кроме того, мы направим проект в государственные органы с предложением инициировать диалог с гражданским обществом и запустить процесс реформирования. Мы проведем аудит действующего законодательства и предложим изменения, которые будут отражать все основные идеи реформы. По самым скромным оценкам, нам предстоит внести изменения или разработать с нуля около 30 нормативно-правовых актов. Мы также создадим гибкий календарный план реформы с расстановкой приоритетов и конкретными шагами для его поэтапной реализации. Все это мы будем делать максимально открыто, потому что верим, что только через общественный диалог и прозрачность можно построить демократическое, комфортное для жизни государство.